Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзорчике вот такой интересный Toyota Mark X. Mark X 130 кузов. Вот такой вот красавец, который начали выпускать вслед за 120-м кузовом. Продолжение, скажем так, легендарной машины. Отчасти это Toyota Mark II. Ну, когда-то была это Toyota Mark II, потом это стал Toyota Mark X 120 и, соответственно, 130 последний кузов, на котором Toyota прекратила выпуск этих легендарных машин. Я могу немножечко, конечно, заутрировать, кого-то, возможно, обидеть, но я не хочу никого обижать. Но по мне это японский Solaris или японская Priora. Конечно же, я не сравниваю по качеству, по отделке и по всем остальным параметрам. Но я имею в виду что? Имею в виду, что данный автомобиль, он очень народный, он очень популярный. Его там покупают, наверное, чуть ли не в каждом дворе есть эта машина, и всем она нравится, потому что она безотказная, потому что она универсальная, потому что она недорогая, и она соответствует всем, скажем, современным критериям, требованиям. Давайте посмотрим эти грозные черты кузова. У нас как-то был обзор на такой же Mark X, но что-то его особо не смотрит, я решил немножечко обновить. Мотор у нас здесь бывает 2.5, 3.5 и 3.5 Supercharger. Он поинтереснее, помощнее, чем мотор в предыдущем марке. Ну и, конечно же, здесь более современная панель, более современная электроника. Все уже в таком новом ключе здесь представлено. Посмотрите на этот руль, шикарнейший, да, то есть он на крузак похож немножечко, руль современный. Вот, кнопка старт, мультируль, естественно, все сиденья передние электро. Климат-контроль двухзонный, так же, как и на 120-м кузове. Магнитола уже обрела Bluetooth. Жесткий диск есть у нее, AUX наконец-то, то есть ничего не нужно колхозить, спокойно включили музыку и поехали. Единственное, по Bluetooth, по крайней мере на этой модели, можно только по телефону разговаривать, музыка не передается, уже проверял. Кстати, настраивается очень легко. Здесь такие вот лепестки, чтобы можно было переключать на ходу скорость, это дает некую спортивность уже этому автомобилю. Ну, классно выглядит на самом деле машинка. Они бывают на кожаных сиденьях, бывает вот на такой вот тканевой основе, чем-то опять же похоже на 120-й. Задние сиденья, посмотрите, как завалены, прикольно. Здесь у нас есть вот такой вот подлокотничек, он простой, никаких настроек здесь нету, но сзади сидеть достаточно комфортно, места очень много в принципе в этой машине. И сиденья так же, как и в предыдущей марке, они, насколько я помню, они складываются сюда к нам. Да, вот здесь вот есть такие рычажочки, тянем рычажок и получается, видите, у нас седан отчасти превращается в хэтчбэк. Вот такая вот прикольная фишка марка. Ну и они, кстати, под наклоном могут меняться, то есть можно выше, можно ниже оставлять спинку заднего. Это очень круто, редко такое встретишь. Ну что ж, давайте заведем этого красавца, посмотрим, как он выглядит. Тахометр у него очень симпатичный. Вот такой вот, посмотрите, солнышко злое. Вот так. Был бы суперчарджер на компрессоре, это была бы вообще пушка, там 360 лошадиных сил. Едет он невероятно. Здесь у нас коробочка автомат со спорт режимом, то есть можно переключать как здесь, так можно и переключать на лепестках. Коробка в спорт режиме, в зимнем режиме, режим экономии топлива. Вот такой вот подлокотник. Здесь у нас AUX и прикуриватель. Тут у нас просто ниша спрятана. Ну, есть комплектации поинтереснее, там прям жир жирный. Здесь еще не максимально. И на что хочу обратить внимание, вот наконец-то они решили эту проблему. Здесь нету никаких трещин, ну, потому что панель такая, знаете, более пластмассовая, более дубовая. Но хотя она не пластик, не как в американцах. Просто она обклеена более жестким каким-то материалом. Давайте заглянем на второй ряд сидений. Послушаем машинку. Да уж. 300. Какой 300? Это 2.5. Да, вот так звучит 2.5 мотор. Представляете, как звучит суперчарджер? Как звучит 3.5? Сели. Комфортно. Места достаточно. Ну, единственное, конечно, вот здесь вот немножечко скудный, более такой. Тут как будто пластик. По-моему, это пластик. Вы знаете, трудно
отличить, то ли это пластик, то ли обтянутое, потому что мягко нет. По-моему, это все же пластик. Пошли все-таки японские маркетологи тойотовские на удешевление стоимости, сделали пластик. Но зато более износостойкие. Посмотрите, как это все мило смотрится. Ну, реально очень-очень красиво. Очень современно, дорого. Подлокотничек простой, с подстаканниками. Сзади место уйма. Головой в потолок не упираешься. Но, в принципе, сиденья низкие, то есть колени достаточно высоко. То есть можно было бы сделать пониже. Здесь у нас также задний климат-контроль. Ну, все по сути. Заглянем в багажник. Багажник у нас открывается с рычажка по старинке. Здесь также есть кнопочка, в принципе, для багажника. Ну, вот такой вот багажник. Он большой. Особенно если когда отодвигаешь сиденье задние, то вообще места становится много. Можно положить лыжи, какую-то маленькую мебель или еще что-то подобное. Друзья, ну вот такой вот обзор. Напишите в комментариях, расскажите, как вам. Зашел, не зашел этот морковник. Нравится он вам, не нравится, или вы же все-таки за классику, за 120-ю. Мне кажется, 120-й можно считать классикой. По сути, он легендарный. Легендарный марк.